Создать свою национальную платежную систему – шаг вынужденный. Долгое время Банк Абхазии пытался заключить договор о сотрудничестве с крупнейшими международными системами Visa и MasterCard. Однако в силу непризнанности статуса Абхазии значительной частью мирового сообщества договориться не удалось. На сегодняшний момент около 2000 человек, граждан Абхазии, являются владельцами, активными пользователями пластиковой карточки. Я бы хотел сказать, что владельцами карточки могут быть любые граждане Абхазии, даже не только те, которые являются работниками тех или иных организаций. Каждый гражданин Абхазии может подойти в банк, открыть счет, будучи физическим лицом, и иметь собственную карточку, если ему это нужно. Для чего нужна платежная система? Это сегодняшний день всей банковской системы мира. С помощью электронных средств платежа можно снять наличные деньги в банкоматах, получить заработную плату, оплатить услуги ЖКХ или сделать покупки. На самом деле очень удобно, современно, то есть не нужно владельцам карточек стоять в очереди за зарплатой. Они могут в любой удобный для них день, и днем, и ночью подойти к банкомату, обналичить деньги. Соответственно, мы развиваем также посттерминальную сеть. Речь идет о том, что можно будет в торговых объектах, в ресторанах, гостиницах, магазинах, а может быть и на рынках со временем расплачиваться не наличностью, а с использованием пластиковой карты. Система АПРА действует практически во всех банках Абхазии. Организации, которые заключат с коммерческими банками договор, смогут перечислять зарплату на счет сотрудников, чтобы они могли пользоваться картами. В ближайшем будущем пенсионеры по желанию смогут получить пенсию по карточке или поручить снять деньги доверенному лицу. Готовится распоряжение Кабинета министров о том, чтобы перевести работников бюджетной сферы, в первую очередь республиканского бюджета, на оплату заработной платы через пластиковые карточки, а также для удобства пенсионеров мы поставили задачу перед Сбербанком провести все подготовительные работы, чтобы в течение года, максимум 2, все наши пенсионеры могли тоже пользоваться карточками. Диана Зонтария пользуется картой АПРА около 2 лет. Это удобно и надежно, говорит она. Необходимую сумму можно снять в любое время, поскольку банкоматы работают круглосуточно. Нет необходимости носить с собой наличные денежные средства. При этом, конечно, было бы еще удобнее, если бы в наших торговых точках было больше посттерминалов, которые позволяли бы рассчитываться нашей картой АПРА. Надеюсь, в ближайшее время эти вопросы будут решены, и пользователи, владельцы карты АПРы будут рассчитываться ею во всех торговых точках. Для оплаты счета по пластиковым картам в точках торговли используются посттерминалы. В Сухуми лишь несколько мест, где установлен этот аппарат. Один из них в ресторане быстрого питания Country Chicken. Здесь с 16 января по картам оплатили счет всего лишь 5 посетителей. Нужно ввести пин-код, уже человек вводит свой пин-код, и уже делаем оплату. Вводим цифры и вводим оплату. После того, как международные платежные системы на время прекратили обслуживание карт крупнейших российских банков в марте прошлого года в связи с санкциями США, Россия за короткий срок создала свою национальную систему платежей. Для Абхазии есть в этом плюс, потому как владельцы карты АПРА смогут в перспективе использовать ее в том числе и на территории России. Елена Лолу, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.